я не буду в этом видео настраивать какой-то красивый свет или что-то еще, потому что это выпуск, о котором я говорил еще год назад. С этого дня мы начинаем новый цикл выпусков под названием «Предатели чеченского народа». Никогда не забывайте свою историю. И в это видео вложено очень много сил и времени, чтобы собрать всю эту информацию. Мы будем вам очень благодарны, если вы поддержите это видео и поделитесь со своими друзьями. Обязательно поддержите это видео и смотрите. Каждую неделю на этом канале будут выходить видео о предателях чеченского народа. Приятного просмотра. Вся работа над этим материалом проделана командой канала Сахаб Макалов. Мы собрали и переработали открытые сведения, чтобы рассказать эту историю простым и понятным языком. Перед началом обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и включите уведомления. Здесь будут выходить важные истории, разборы и материалы, о которых нельзя забывать. Сегодня речь пойдет об одной из самых тяжелых и болезненных тем, связанных с Чечней начала 2000-х годов. В центре этой истории Ахмед Хасамбеков, бывший руководитель оперативно-розыскного бюро номер 2, более известного как ОРБ-2. В открытых материалах правозащитников, журналистов и свидетелей это место упоминалось как структура с крайне мрачной репутацией. Люди рассказывали о незаконных задержаниях, выбивании признаний, пытках, исчезновениях и делах, которые, по словам адвокатов, могли строиться на показаниях, полученных под давлением. Речь идет о судьбах людей, о семьях, которые годами искали своих сыновей, братьев и отцов, и о системе, в которой страх стал частью повседневной жизни. По словам правозащитников, в Грозном долгие годы существовала живая очередь из людей, которые приходили за помощью. Раньше эти обращения часто были связаны с похищениями, зачистками, убийствами, обнаруженными захоронениями и исчезновениями. Позже, когда внешне война будто бы начала уходить в прошлое, характер жалоб изменился. Люди говорили о выселениях, о проблемах с временным жильем, о компенсациях и восстановлении домов. На первый взгляд могло показаться, что жизнь возвращается в мирное русло. В Грозном восстанавливались улицы, строились новые здания, исчезали руины, а власти говорили о будущем и о процветании региона. Но за внешним восстановлением оставалась другая сторона. Тысячи сломанных судеб, уголовные дела, тюрьмы, страх и вопросы, на которые семьи так и не получили ответов. Правозащитники говорили, что один из самых тяжелых следов тех лет – это конвейер уголовных дел. По их словам, людей могли задерживать, обвинять в терроризме или участии в незаконных вооруженных формированиях, а признания нередко становились главным доказательством. При этом адвокаты и родственники утверждали, что часть таких признаний была выбита силой. Особое место в этих рассказах занимает ОРБ-2. По словам людей, прошедших через эту структуру, одна только угроза попасть туда могла сломить волю человека. Для многих жителей республики это название звучало как символ страха. Адвокаты, работавшие в Чечне в те годы, рассказывали, что защищать людей было крайне опасно. Их могли запугивать, называть защитниками врагов, угрожать им и их семьям. Некоторые адвокаты исчезали. Но, несмотря на это, находились люди, которые продолжали идти в суды, собирать документы, фиксировать следы побоев, искать свидетелей и пытаться доказать, что дело построено на пытках и принуждении. Если вам важны такие документальные истории, и вы хотите, чтобы больше людей знали о подобных событиях, подпишитесь на канал Сахаб Макалов. Ваша подписка помогает нам продолжать эту работу и выпускать больше материалов. Один из адвокатов рассказывал о делах, где признания появлялись после содержания людей в ОРБ-2. По его словам, в материалах могли быть явки с повинной, но сами задержанные позже говорили, что подписывали документы после избиений и давления. В некоторых случаях адвокатам удавалось добиваться освобождения людей, но даже после этого угроза не исчезала. В одном из эпизодов речь шла о братьях, которых обвиняли в тяжких преступлениях. По словам защиты, они подвергались жестокому обращению. Адвокат пытался приобщить к делу доказательства: следы телесных повреждений, медицинские осмотры, одежду со следами крови и ожогов. Он настаивал на экспертизах и проверках. Но, как утверждалось, суд не спешил давать ход этим заявлениям. Тем не менее, дело не завершилось так, как ожидало обвинение. Братьев освободили из-под стражи прямо в зале суда. Но и после освобождения, по словам адвоката, опасность сохранялась. Один из братьев позже уехал за границу и готовил жалобу в Европейский суд по правам человека. Такие истории важны не только сами по себе.
Они показывают, как в условиях страха даже один адвокат, один правозащитник или один свидетель могли стать препятствием для системы, которая привыкла работать без сопротивления. В другом случае рассказывалось о человеке, которого обвинили в участии в нападениях и вооруженных действиях. Однако в суде, по словам защиты, не оказалось достаточных доказательств. Потерпевшие не предъявляли ему претензий, а свидетели не подтверждали обвинения. Тогда появился анонимный свидетель, который якобы видел обвиняемого с оружием. Но затем история сделала неожиданный поворот. Этот свидетель, по данным правозащитников, уехал из России и оставил заявление, где утверждал, что его самого пытались заставить дать ложные показания против человека, которого он не знал. Этот эпизод произвел сильное впечатление даже на судью, который раньше считался очень суровым. В итоге обвиняемого оправдали, но дальше случилось другое. Судья, вынесший оправдательный приговор, лишился статуса. Еще один судья, который также выносил оправдательные решения, столкнулся с похожими последствиями. Для тех лет это стало тревожным сигналом. Даже судебное решение в пользу обвиняемого могло обернуться проблемами для самого судьи. По словам правозащитников, по фактам пыток возбуждались проверки, но они часто не доходили до реального результата. Люди могли сначала давать показания, опознавать сотрудников, рассказывать, кто и как их бил, а потом отказываться от слов из-за давления на них и их родственников. Так дела закрывались, а вопросы оставались без ответа. Один из самых тяжелых фрагментов этой истории связан с рассказами о людях, которые исчезали после задержаний. В публикациях упоминался район станицы Петропавловской и глиняный карьер, где находили тела с признаками насилия. Эти сведения звучали особенно страшно, потому что родственники пропавших часто годами не знали, что произошло с их близкими. Один из свидетелей, имя которого в целях безопасности не называлось, рассказывал о содержании в ОРБ-2. Он почти не говорил по-русски, но описывал происходившее в деталях. По его словам, в камере он видел следы крови, слышал крики и знал имена некоторых людей, которых увозили после допросов. Особенно запомнился ему случай с человеком, от которого в камере, по его словам, остались только окровавленные тапочки. Позже в материалах упоминалось, что человек с похожими данными был найден мертвым со следами пыток и огнестрельными ранениями. Его, по сообщениям, забрали из дома вооруженные люди в масках и камуфляжной форме. Когда свидетеля спросили, готов ли он дать официальные показания при гарантиях безопасности, он задал только один вопрос. Уверен ли он, что Ахмед Хасанбеков больше туда не вернется? Эта фраза показывает, насколько сильным был страх перед человеком, который ассоциировался у многих с этой структурой. В марте правозащитные организации и представители общественных структур Чечни обратились к руководству республики с просьбой инициировать расследование деятельности бывшего руководителя ОРБ-2 Ахмеда Хасанбекова за период с 2000 по 2007 год. Участники обращения заявляли, что за эти годы получили множество жалоб от жителей республики на незаконные задержания, содержание под стражей и выбивание признаний. Они говорили, что практика давления на задержанных, особенно когда полученные таким образом признания становились основой судебных решений, является недопустимой. Также поднимался вопрос о возможном незаконном функционировании изолятора на территории ОРБ-2 и о том, что рекомендации правозащитников долгое время не получали должной реакции со стороны федеральных органов. ОРБ-2 было создано в начале 2000-х годов в период реорганизации структур МВД, которые занимались борьбой с организованной преступностью. Формально это подразделение должно было работать против преступных групп и незаконных вооруженных формирований. Но в Чечне оно быстро стало частью куда более сложной и мрачной реальности. В открытых публикациях говорилось, что правозащитники неоднократно фиксировали жалобы на действия сотрудников этого бюро. Задержанные и их родственники рассказывали о пытках, унижениях, угрозах и принуждении к признаниям. При этом ведомственная подчиненность структуры делала ситуацию еще сложнее. ОРБ-2 не была напрямую подконтрольна чеченским властям, а подчинялась федеральным структурам МВД. Именно поэтому вокруг ОРБ-2 возникал не только правозащитный, но и политический конфликт. Власти Чечни критиковали эту структуру, а федеральные источники, по публикациям того времени, иногда рассматривали такие обращения как попытку перераспределить контроль над силовыми органами. Подпишитесь на канал Сахаб Макалов, если хотите видеть больше подобных материалов. Мы стараемся рассказывать такие истории аккуратно, понятно и без лишнего шума, чтобы суть была ясна каждому зрителю. Важный момент этой истории – личность Ахмеда Хасанбекова. По опубликованным сведениям, он был связан с силовыми структурами и занимал руководящие должности.
После ухода из ОРБ-2 он получил повышение и перешел на должность в Главном управлении МВД по Южному федеральному округу. Этот факт вызвал возмущение у правозащитников. Они считали, что человек, имя которого фигурировало в большом количестве жалоб и свидетельств, не должен получать повышение без тщательного расследования. По их мнению, сначала нужно было дать правовую оценку событиям, связанным с ОРБ-2, а уже потом принимать кадровые решения. В то же время вокруг Хасанбекова существовала и другая линия конфликта. В материалах тех лет говорилось, что он не был человеком полностью подконтрольным руководству Чечни, поэтому противостояние вокруг него могло быть связано не только с жалобами на пытки, но и с борьбой за контроль над силовыми структурами. Это делает историю еще сложнее. С одной стороны, рассказы людей о пытках, исчезновениях и выбитых признаниях. С другой – политическая борьба между различными центрами силы. Но для семей пропавших и осужденных эта борьба не отменяла главного вопроса – кто ответит за то, что происходило с людьми? Отдельно в материалах упоминались международные правозащитные структуры, которые обращали внимание на ситуацию в местах содержания в Чечне. В публичных заявлениях говорилось, что ОРБ-2 выделялась на фоне других учреждений как по частоте, так и по тяжести сообщений о жестоком обращении. При этом подчеркивалось, что это место не всегда фигурировало в официальных списках учреждений, где могли содержаться задержанные. Такие заявления имели большой вес, потому что речь шла не о слухах и не о единичных жалобах. Делегации получали множество свидетельств, а в некоторых случаях, по их данным, имелись медицинские подтверждения телесных повреждений. Но даже после этого добиться реального расследования было крайне трудно. Одни структуры перекладывали ответственность на другие. Одни говорили, что изолятор относится не к ним, другие утверждали, что речь идет о политическом давлении. Третьи отрицали связь с происходящим. В итоге многие жалобы оставались без ответа, а люди продолжали жить с ощущением полной безнаказанности. Для диктора здесь важно передать не только факты, но и атмосферу. Это история о страхе, который был сильнее закона. О людях, которые боялись говорить вслух. О семьях, которые искали своих близких. И о правозащитниках, которые пытались вытащить хотя бы часть правды наружу. Если вы досмотрели до этой части, обязательно подпишитесь на канал. Такие материалы требуют большой работы, поиска, обработки, проверки и аккуратной подачи. Подписка помогает нам выпускать больше важных историй. В материалах также говорилось, что после смены руководства ОРБ-2 жалоб на структуру стало меньше. Некоторые представители правозащитного сообщества считали, что основные претензии были связаны именно с периодом руководства Ахмеда Хасанбекова. Поэтому они настаивали, ответственность должна быть персональной, а не размытой между ведомствами и должностями. Однако сама история ОРБ-2 не закончилась одним кадровым решением. Она стала символом целого периода, когда война официально могла уходить в прошлое, но ее последствия оставались в уголовных делах, в тюремных сроках, в страхе свидетелей, в молчании родственников и в недоверии к правоохранительной системе. Самое страшное в таких историях не только сами факты насилия. Самое страшное – это когда человек понимает, что его слово ничего не значит. Когда он говорит о пытках, но ему не верят. Когда он показывает следы на теле, но экспертизу не назначают. Когда он называет имена, но дело закрывают. Когда свидетель отказывается от показаний не потому, что солгал, а потому что боится за себя и близких. Именно поэтому подобные материалы нужно сохранять. Не для того, чтобы разжигать ненависть, а для того, чтобы память не исчезала. Чтобы подрастающее поколение знало, через что прошли люди. Чтобы истории жертв не растворились в документах, архивах и чужом молчании. Эта история также показывает, насколько важна работа адвокатов и правозащитников. В условиях, когда многие боялись говорить, именно они собирали жалобы, фиксировали травмы, сопровождали людей в прокуратуру, ходили на суды и пытались добиться проверок. Иногда им удавалось спасти человека от тюрьмы, иногда только сохранить его слова. Но даже это имело значение. В финале стоит сказать главное. История ОРБ-2 и Ахмеда Хасанбекова – это не просто история одного ведомства или одного человека. Это история о том, как в годы войны и после нее внутри общества может появиться система страха, где силовые методы становятся нормой, а человеческая жизнь – разменной монетой. Открытые материалы, свидетельства и обращения правозащитников требуют внимательного отношения. Каждый эпизод должен рассматриваться честно, с документами, проверками и правовой оценкой. Но замалчивать такие истории нельзя, потому что молчание – это то, на чем всегда держится безнаказанность.
Если вы хотите, чтобы на канале выходило больше таких материалов, обязательно подпишитесь на Сахаб Макалов, поставьте лайк и напишите комментарий. Ваша поддержка помогает нам продолжать работу, поднимать важные темы и рассказывать истории, которые нельзя забывать. Спасибо, что смотрели. Берегите себя и не забывайте свою историю.